Ранним утром по еще не согретому солнечными лучами городу он направляется на Сухумскую Брехаловку, чтобы за чашечкой кофе пообщаться с людьми, обычными гражданами своей страны. Это второй президент Абхазии Сергей Васильевич Багапш. Однако все это, когда есть немного времени в плотном графике. «Я живу на работе», – поделился как-то с журналистами президент. Я ровно километр плаваю каждое утро. Правда, на этой работе за 2 года ни разу не был на море. Простой, коммуникабельный, энергичный, мудрый политик и крестьянин. Каждому, кому доводилось с ним общаться, Сергей Васильевич дарил частичку тепла. «Я верю в доброту и человечность». Это слова второго президента Абхазии Сергея Багапш и жизненный принцип. Думаю, все будет хорошо. Я оптимист. Сергей Васильевич Багапш родился 4 марта 1949 года в простой крестьянской семье в Сухуме. В двухкомнатной квартире по улице Лассурия всегда было очень многолюдно и весело. В доме Сергея Васильевича любили принимать гостей. Сергей Багапш окончил 10-ю столичную школу, занимался спортом, был капитаном баскетбольной команды. Известно, что прадед второго президента Абхазии был одним из немногих, кому удалось вернуться на родину после вынужденного переселения абхазов в XIX веке, а его дед позже переехал в село Джгярда. Этот дом Сергей Васильевич называл местом силы. Сюда он любил приглашать гостей, за большим столом собирать родных и близких ему людей и коллег. Он мог встретить гостей в простой крестьянской одежде или катать детей на тракторе, а еще с гордостью показывать свой сад, в котором все вырастил сам. И президентская должность проходит, и кресло уходит, и нужно этот срок прожить так и поработать, чтобы потом опять возвращаться сюда, к своим соседям, к своим друзьям. Он всегда встречал гостей в простой крестьянской одежде, в резиновых сапогах, в куртке, с удовольствием ездил сам, катал гостей и детей на своем тракторе, показывал свое хозяйство. Любовь к труду и к селу помогли Сергею Багапш выбрать профессию агронома. После окончания института субтропического хозяйства Сергей Багапш работал на винзаводе. Первую начальственную должность получил в 23 года, когда возглавил агрономический отдел эфирно-масличного совхоза. После службы в армии был призван на комсомольскую работу, потом продвинулся по партийной линии. В 1982-м первый секретарь Очемчирского райкома партии. На этой должности он проработал 7 лет и называл это время одним из самых счастливых периодов своей жизни. Здесь он плодотворно трудился и развивал сельское хозяйство. Табак, орех, цитрусы – лучшие показатели по стране. Далее он первый заместитель председателя Совмина Абхазской ССР. Не допустить кровопролития было еще одним жизненным принципом Сергея Багапш. В 1989 году, когда вооруженные грузинские националисты попытались начать военные действия, Сергей Васильевич сумел их задержать на мосту. По его приказу мост перекрыли грузовыми машинами, а сам Сергей Васильевич вышел на переговоры, чтобы не допустить вооруженного противостояния. Грузинским гвардейцам он тогда заявил, что они смогут пройти дальше только через его труп. Его ранили в шею. Несмотря на то, что по всей его белой рубашке текла алая кровь, в больницу он не собирался. Тогда удалось не пропустить врага дальше.
Далее Сергей Васильевич Багапш был избран депутатом первого золотого парламента, где между грузинскими и абхазскими фракциями велись ожесточенные дискуссии. 14 августа 1992 года началась Отечественная война народа Абхазии. Первый президент Владислав Ардзинба дает указание начать переговоры на Красном мосту с грузинской стороной Сергею Багапшу и Александру Анкваб. Тогда удалось задержать врага на 4 дня, чтобы горожане успели выйти из Сухума и дать абхазской стороне отойти в Гудауту, для того, чтобы собраться силами. Владимир практически, да. В той части, где наши люди стоят. В сложное послевоенное время он по приказу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба возглавил правительство блокадной Абхазии. Несмотря на трудности, тогда появился первый бюджет. Начал понемногу развиваться малый бизнес. Я думаю, что благодаря трудолюбию народа и руководству, и всем, мы сумели выстоять. И, конечно, была помощь российских структур, российских организаций. Без нее выживать было бы очень тяжело. Это не реверанс, это жизнь, это правда, это то, что было. С 1999 по 2004 год Сергей Багапш возглавлял энергетическую компанию «Черноморэнерго». Я думаю, что это одно из немногих направлений, которым мы занимались, где более-менее вопросы будут решены и находятся в стадии решения. Общественно-политическое движение «Единая Абхазия» и ветеранская организация «Амцахара» выдвинула кандидатом в президенты Сергея Багапш. На первых в современной истории Абхазии альтернативных президентских выборах Сергей Васильевич одержал победу. На вопрос, почему Багапш, простые люди, голосовавшие за него, отвечали: «Он человечный». Этот период для Сергея Васильевича был непростым. После объявления итогов голосования в республике складывалась ситуация, которая чуть не привела к гражданской войне. Мудрый политик со свойственным ему умением идти на компромисс и принимать правильные решения в 2005-м баллотируется вновь, но вместе со своим оппонентом. Таким образом, тогда удалось предотвратить гражданское противостояние. Я считаю, что его способность, его умение цементировать и объединять абхазское общество – это то, что и было нужно, и то, что сейчас нужно. Вопрос был поставлен очень четко, что вам нужно пойти на вторые выборы. Я говорю, кому нам? Вам с Раулем Хаджимба. Я говорю, я ни на какие выборы не пойду, потому что мы выиграли. Если есть вариант компромисса, давайте думать. Потому что, в принципе, общество было разделено. Пришли не править в Абхазию, а управлять. Как менеджеры, которых наняли, которых избрали. Мы пришли управлять процессами. И я не тот царек, который пришел и будет командовать здесь, знаете, как Борчук, что он и кроме него никого нет. Абсолютно. В это сложное время и всегда рядом с Сергеем Васильевичем были понимающая и любящая его семья, супруга и дети. Конечно, от супруги очень много зависит. Когда нету истерик, той сложной ситуации, когда есть поддержка, когда есть понимание, и когда лишний раз лучше промолчать, чем что-то спросить. Вот это все есть. Вы знаете как, может, тогда маленькие масштабы были, сейчас побольше масштабы. Но как-то он всегда нас держал в каком-то тонусе. Всегда мы знали свое место. Как-то знали свою роль в семье, в обществе. Меня как звать? Голубоглазый, красивый, будете? Алшар. Всегда человек, знаете, как проходя по тернистому пути, я всегда говорю, что вот по шипам роз проходит,
жизненно тяжелая, но потом, когда становится на бутоны бархатные, он чувствует, что он не зря эту жизнь прожил. Признание нашей республики как независимого государства. В связи с военными провокациями, имевшими место накануне ночью в зоне безопасности, обстрелом абхазских постов с грузинской стороны, было принято решение о вводе подразделения абхазской армии в Гальский район в зону ответственности коллективных миротворческих сил. Обо всех наших действиях были предупреждены и командование миротворческими силами, и миссия ООН. Август 2008-го – один из самых тяжелейших периодов в новейшей истории Абхазии. Время, когда нужно было принимать быстрые, но в то же время правильные решения. И у человека, который руководил тогда страной, хватало дальновидности, мужества, а самое главное – мудрости – сделать все, чтобы защитить свой народ. В том 2008-м второй президент Абхазии Сергей Багапш не позволил, чтобы хоть один выстрел раздался над головами мирных жителей своей страны. Руководство Абхазии, вооруженные силы страны сделают все необходимое для вашей защиты, для обеспечения требований Конституции Республики Абхазия. В августе 2008 года у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили был план за несколько дней очистить Южную Осетию от осетин, а потом и Абхазию от абхазов. Задача основная – вытеснение с территории всех абхазов. Здесь ни одного абхаза не должно было остаться. Это был план реальный. Вот как это считать? Это геноцид, который Саакашвили, человек с отклонениями, планировал. Саакашвили был уверен, что его операция под говорящим названием «Чистое поле» завершится победой Грузии в считанные часы. Тогда в Схинвале погибли тысячи мирных жителей. На очереди была Абхазия. Когда началась эта операция, одного из тех людей, который является посредником между Абхазией и Грузией, уведомили, что ему надо находиться в Тбилиси, и через 2 часа ему будет представлен важный документ, который он должен будет предоставить руководству Абхазии. То есть фактически расчет шел на то, что через 2 часа мы с Осетией завершим, ну а потом в определенной форме будет предъявлен ультиматум Республики Абхазия. Уважаемые соотечественники, я обращаюсь к вам в связи с последними событиями. Вы знаете, какая тяжелейшая ситуация сложилась в Южной Осетии в результате новой агрессии Грузии против наших братьев. Своими бесчеловечными, варварскими действиями грузинская армия осуществляет геноцид народа Южной Осетии, сравняв с лицом земли столицу Схинвал, полностью уничтожив многие осетинские села. Лидеры Грузии обнажили свое звериное лико. Все эти дни я нахожусь на постоянной связи с президентом Эдуардом Кокойтой. Стремительно развивающаяся обстановка требует от нас координации действий. Верхний Кадор, а точнее историческая земля абхазов, Дал, была единственной территорией Абхазии, которая находилась под контролем грузинского руководства на начало августа 2008 года. Обстановка здесь всегда была, мягко говоря, напряженной. И это несмотря на ввод миротворческих сил в этой зоне и присутствие международных наблюдателей. Хрупкий мир удавалось сохранять благодаря трехстороннему Московскому соглашению от 1994 года. Однако в обход договору в 2006 Грузия начинает развивать военную инфраструктуру в верхней части Кадора, выводить миротворцев из этой зоны и заменять их на свои грузинские спецслужбы. В то время как Абхазия всячески пыталась урегулировать ситуацию мирным путем, Грузия создавала плацдарм для боевых действий. Тогда Абхазия исчерпала все попытки договориться с грузинским руководством о мире. Более того, на встрече в Стокгольме весной 2008-го грузинские представители заявили, что наведут порядок в Южной Осетии и Абхазии. Был тогда министр иностранных дел, такая известная политическая европейского масштаба фигура, Карл Бильд такой.
Он был в свое время премьер-министром Швеции долгое время, а в это время был министром иностранных дел. И по его инициативе предложили встречу такую в Стокгольме организовать. И вот мы поехали тогда в Стокгольм. С грузинской стороны была солидная делегация, тоже возглавлял ее Ираклий Аласанин, он был представителем в ООН Грузии. Это тоже близкий был человек Саакашвили, близкий политический соратник, очень близкий его министр культуры Николай Руруа был такой. И был такой Тимур Якубашвили, министр по интеграции или там по примирению, как-то он назывался тогда. Вот такая делегация была. И смысл был в том, что по итогам мы уже оценили, чтобы как-то попугать нас той силой, военной, которая есть в Грузии. В течение 2 лет мы призывали участников мирного процесса воздействовать на Грузию с тем, чтобы она вывела свои подразделения, которые находятся в верхней части Кадорского ущелья, в нарушении Московского соглашения о прекращении огня. На многочисленных моих встречах с дипломатами Соединенных Штатов Америки, Германии, послами стран Евросоюза мы настоятельно требовали содействовать выполнению всех имеющихся с грузинской стороной договоренностей. Это прежде всего касалось Кадорского ущелья и заключения с Грузией соглашения о невозобновлении военных действий. Как видите, наши призывы решать вопросы мирными средствами не имели успеха. Чтобы не допустить трагедии, тщательный план по выводу войск из Верхнего Кадора был разработан опытными военнослужащими Министерства обороны Республики Абхазия еще в 2006-м, на тот случай, если грузинская сторона окончательно нарушит Московское соглашение о мире. Очевидно было, что все шло к подобному развитию событий. В мае 2008-го на территории Абхазии было сбито около 10 беспилотных летательных аппаратов. Абхазская сторона неоднократно информировала о нарушениях миссию Организации Объединенных Наций и военных наблюдателей. Но особых результатов это не давало. Ситуация только накалялась. В ночь на 8 августа Сергей Багапш созывает совещание Совета безопасности республики. После вторжения грузинских войск верховный главнокомандующий вместе с Минобороны республики принимает решение о предстоящей военной операции. Предлагаю танками, прямой наводкой стрелять предварительно осколочными снарядами перед каждым рубежам по минным полям. Этим самым они будут детонировать и обеспечить проход наших войск. Экстренное заседание Совета Безопасности было создано в связи с чрезвычайно обострившейся ситуацией в Республике Южная Осетия. Президент Абхазии Сергей Багапш находится на постоянной связи с руководством Южной Осетии. И на заседании руководители силовых структур доложили о состоянии готовности вооруженных сил Абхазии. Вы знаете, что между нашими республиками существует соглашение о взаимной помощи. Поручения, данные президентом республики, руководителям силовых структур, должны быть осуществлены к 7 часам сегодняшнего утра. Мы всю ночь в кабинете у Сергея Васильевича принимали решения какие-то оперативные, пытались связаться с Москвой. Была Олимпиада, Путина Владимира Владимировича не было, он был на Олимпиаде. С Медведевым связаться не могли. В итоге ему удалось связаться только с заместителем министра иностранных дел Карасиным Григорием Борисовичем. Ну вот мы сказали, что у нас есть обязательства взаимные с Южной Осетией о взаимной помощи, и мы будем выдвигать в армию, на что Карасин просил: не торопитесь, не надо торопиться, мы обсудим, мы примем меры и так далее. Но мы на утро все-таки приняли решение выдвинуть свои войска в сторону Ингура. И мы на самом деле выдвинули, армия двинулась туда, и бронетехника, все, но миротворцы встали и вышли на меня. Я переговоры вел тогда с генералом Чабан Сергеем. Он был командующим миротворческими силами. И где просто прямо сказано было: не заставляйте нас, это наш мандат обязывает нас не допускать.
Но даже в такой тяжелой ситуации президент не нарушил ни один пункт Московского соглашения о мире. Сегодня подняли наши вооруженные силы частично и выдвигаемся в сторону грузинской границы. Вот. Сейчас ведем диалоги с миротворцами, стараемся сделать так, чтобы и миротворцы выполнили свою миссию, поскольку мы никогда не нарушали взятых на себя обязательств. И тем не менее, в зависимости от того, какова будет складываться ситуация в Южной Осетии, мы свое движение не остановим и будем двигаться в сторону грузинской границы. Почему? Потому что сегодня Южная Осетия, завтра Абхазия. Принято было решение главнокомандующим Сергея Багапш о выдвижении войск в направлении ГА. Мною был отдан приказ командующему ВГВ. Но в связи с тем, что здесь это зона ограничений, мы не можем, как грузинская сторона, себя вести, принято решение пока остановиться в зоне ограничений и ждем дальнейших указаний главнокомандующего. Я просто хочу напомнить, насколько ему было тяжело. Внешне, мне кажется, ему было легче противостоять тому нажиму, когда внутри он очень тяжело переживал. Потому что, если вы поднимете материал, обвинения шли чуть ли не в трусости, в измене и так далее, и так далее. Этот человек, поставив во главу угла интересы народа, просто человек, знавший, что такое тысячи и тысячи погибших, и для него тысячи новых погибших, на которых кое-кто настаивал, были недопустимыми. Я считаю, что он принял мудрое решение, и история это подтвердила. Его не то что прозорливость, да, вот его умение все-таки ставить высшей целью жизнь каждого гражданина Абхазии, она в данном случае победила. Я считаю, это его огромная заслуга. Главной целью тогда стало не просто не допустить войска Грузии в столицу, но и освободить всю территорию Абхазии. Военная операция по освобождению Кодора началась. Глава государства отдает приказ на ракетно-бомбовый удар по позициям врага. Таким образом было сделано все, чтобы защитить абхазский народ. И на Совете Безопасности было принято решение ударить по Кодорскому ущелью. Кстати говоря, наша эта военная активность, она все равно большую пользу оказывала, потому что большая часть, 2/3 грузинской армии сосредоточены были в Западной Грузии, потому что они опасались отсюда движения все-таки. И тогда, я помню, на Совете Безопасности министр обороны Мираб Борисович Кишмарев докладывал, что да, армия абхазская готова в течение 3 дней освободить Кодорское ущелье. Но потом мы уже оставались с Сергеем Васильевичем вдвоем, когда все-таки подумали о том, что это будут большие жертвы, все равно идти в лоб к Кодорскому ущелью там, и так далее. И приняли другое решение. Сергей Васильевич тогда созвал ветеранов, командиров, резервистов в Очимчирах, где он меня попросил выступить с предложением, которое мы с ним обсудили. Я там это выступил. Смысл был в том, чтобы не идти туда в лоб, взять высоты, начать артиллерийский обстрел, выдавливать их и так далее. А со временем, когда там российская армия начнет продвигаться, они сами освободят Кодорское ущелье. Так оно и получилось. Всякие обвинения были в адрес России и прочее, но была создана Европейская комиссия Европейского Союза, которая возглавила известный дипломат швейцарский Хейди Талиавини. Комиссия, которая посетила Грузию, Осетию, Абхазию и Россию, везде собрала материалы. И, кстати говоря, она мне говорила, что самые хорошие материалы, обоснованные и в большом количестве, предоставила именно абхазская сторона по этим событиям. Но самое главное, там было написано, что начались эти события 2008 года с обстрела спящего ночного города Цхинвал грузинским артиллерией. Кто начал
боевые действия, тот и несет ответственность. Несмотря на то, что противник в разы превосходил силы абхазской армии, обладал большим количеством новейшего оружия, системой ПВО, грузинские войска, находясь под постоянным воздействием авиации и артиллерии, спасались как могли. Бросайте все и уходите. Передай второму посту. Уходите. Ты понял, Мапаридзе? Отвечай. Что бросать? Бросай все к чертовой матери. Убирайтесь оттуда. Уничтожьте все и выбирайтесь. Все виды разведки сработали на 5 баллов. Особенно можно подчеркнуть работу радиотехнической разведки. По факту мы отслеживали, знали все, что происходило в Верхнем Кадоре буквально по минуту. Зачистка некоторых территорий, есть очаги сопротивления, которые быстро подавляются. Надо отметить организованность, с которой проходит вся эта операция, и основой ее успешного проведения стало то, что была проведена серьезная подготовительная работа для того, чтобы раз и навсегда решить вопрос территориальной целостности нашей республики. Операция по освобождению Верхнего Кадора была спланирована и выполнена блестяще. Все части и подразделения, которые привлекались на решение задач, справились в полном объеме. Товарищ главнокомандующий, докладывает начальник генерального штаба генерал-полковник Зайцев. 19 часов 6 минут получил информацию от министра обороны. Войска Республики Абхазия вышли на государственную границу. Задачу выполнили. Уважаемые соотечественники, сегодня произошло то, чего мы ждали многие годы. Не только последние 15 лет нашей независимости, а многие предыдущие десятилетия. Юрисдикция абхазского государства сегодня восстановлена на части ее исконной территории, верхней частью Кадорского ущелья. Это большая победа абхазского народа. Все последние дни вы находились в колоссальном напряжении, иначе и быть не могло. Решалась наша судьба, сила Божья, доблесть наших военнослужащих и резервистов разрешили эту тяжелую проблему. Я выражаю искреннюю благодарность солдатам, офицерам, резервистам, руководству Министерства обороны и других силовых структур за четкую и слаженную работу. Благодарю правительство, парламент, членов Совета Безопасности за усилия, которые они приложили к подготовке, обеспечению военной операции. Особую признательность я выражаю руководству Российской Федерации, которое прилагает колоссальные усилия для решения многих наших проблем. Обращения абхазского руководства не остались неуслышанными Россией, и она предприняла решительные действия по недопущению агрессии против нашей страны. Более того, в Верхнем Кадоре и в Галском районе было захвачено большое количество вооружения и боевой техники. Взяли, все сожгли. Мы же говорили вам часто, что Грузию вооружают.
Очень много стран НАТО, Европы, Соединенные Штаты. Вот мы взяли верхнюю часть Кадорского ущелья, мы освободили несколько сел в нижней зоне Гальской. Приезжайте и посмотрите, какое там оружие. Винтовки М-16, пушки и гаубицы Украина, Болгария, Румыния. И вы нам рассказываете о том, почему туда пришли российские, спрашиваете нас, миротворцы. Вот потому и пришли, чтобы он правильно сказал, Эдуард Джабеевич, завтра, чтобы это не повторилось в любой другой точке. Признание нашей республики как независимого государства. В августе 2008-го Россия признает Абхазию и Южную Осетию в качестве суверенных государств и устанавливает дипломатические отношения. Но что же предшествовало этому событию? Какие предложения и как Сергей Васильевич отстаивал права и свободы своего народа? Позвали Сергея Васильевича и Эдуарда Джабеевича в Бочаров-Ручье, где президент России Медведев им сказал: я знаю, что вы отказались от предложения конфедерации, но тогда нам ничего не остается, как признать вашу независимость. Уважаемые депутаты, сегодня в Абхазии происходит много важных процессов. Мы строим демократическое, эффективное государство. Сформированы институты гражданского общества, проводятся реформы. Особо хочу подчеркнуть, нам никто не навязывал эти идеи, и мы не пытаемся строить государство на чистом месте. Традиции абхазской государственности насчитывают 12 веков, и у страны есть достаточный опыт в этом направлении. Определены приоритеты, на которые ориентировано общество. Все это может быть достигнуто только в условиях де-юре независимости Абхазии. Мы привержены к политике свободной от необоснованных предупреждений и краткосрочных конъюнктурных соображений. Государственным интересам Республики Абхазия отвечает формирование нового, более справедливого международного порядка, в котором наша страна должна занять достойное место. Эта идея всецело соответствует и природе национального самосознания абхазов. Нам известно о политических фобиях, укоренившихся в сознании политической элиты некоторых стран относительно стремления Абхазии к тесному сотрудничеству с Россией. Я должен особо отметить, что эта политика сближения имеет давние традиции, глубокие корни. Россия наш непосредственный сосед, с которым страну тесно связывает общая история, культура, экономика, социальная сфера. Так было всегда, так будет и в будущем. И в самые тяжелые времена, когда стояла проблема тоталитарного уничтожения абхазского народа грузинскими войсками, именно Россия взяла на себя тяжелое бремя миротворчества, разъединила противоборствующие стороны. Сегодня многие страны желают примерить лавры миротворца, но этого рвения не наблюдалось в тот самый важный, критический момент, когда на границе стреляли, когда люди погибали. Сам факт, что миротворческая операция далась России ценой жизни 106 солдат-миротворцев, говорит о многом. И если мы сумели выжить физически, то это благодаря масштабной гуманитарной помощи Российской Федерации. На свете существует политическая целесообразность. У политиков она просто необходима. Но есть еще одно понятие, от которого мы никогда не отказывались и не будем отказываться. Есть такое понятие, как человеческая совесть. И мы ответственны за тех ребят, которые сложили свои головы, защищая население Абхазии и Южной Осетии в самые тяжелые времена. Нам также не совсем понятно, почему в то время, когда ведущие европейские страны активно стараются наладить партнерские отношения с новой, сильной Россией в политической и экономических сферах, такое же стремление Абхазии вызывает опасения. Наша страна не пытается ограничить свои контакты во внешнем мире. Она открыта для сотрудничества с теми, кто понимает нас, уважает устремления народа. Юридическое признание независимости Абхазии дает большие возможности
для формирования легитимных, прозрачных, очень важных для регионального развития отношений между российскими и абхазскими субъектами экономической деятельности, создать международные транспортные коридоры, усилить роль России как ведущего инвестора и торгово-экономического партнера Абхазии не только. Человечество стремительно развивается, и Абхазия не хочет дистанцироваться от мирового прогресса, быть безучастной глобальным процессам. Уважаемые друзья, мы пытались в небольшом выступлении изложить вам основные и все основания, по которым Республика Абхазия просит Российскую Федерацию признать ее независимость. Они достаточно существенны. В настоящее время сложилась благоприятная геополитическая обстановка, которая дает реальную возможность справедливого и полного и окончательного разрешения проблем между Грузией и Абхазией на основе международно-правовых норм о равноправии народов и правах народа распоряжаться своей судьбой. Исходя из этих неотъемлемых прав, граждане республики избрали независимый путь развития своего государства, подавляющим большинством проголосовав на всенародном референдуме в 1999 году. Я прошу вас поддержать неоднократные обращения парламента и президента всего многонационального населения Республики Абхазия к Российской Федерации, принятых на всенародных сходах и исторически важных собраниях, которые по существу являются плебисцитом. Я призываю вас восстановить историческую справедливость во имя достойного будущего наших народов, во имя стабильного развития всего Кавказского региона. И ваше решение должно заложить основу этому будущему. Мы понимаем, после того, что произошло в Цхинвале и планировалось в Абхазии, они имеют право решить свою судьбу сами. Президенты Южной Осетии и Абхазии, основываясь на результатах референдумов и решениях республиканских парламентов, обратились к России с просьбой о признании государственного суверенитета Южной Осетии и Абхазии. Совет Федерации и Государственная Дума проголосовали в поддержку этих обращений. Исходя из сложившейся ситуации, необходимо принять решение. Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, Декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинским заключительным актом СБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, я подписал указы о признании Российской Федерации независимости Южной Осетии и независимости Абхазии. Россия призывает другие государства последовать ее примеру. Это нелегкий выбор, но это единственная возможность сохранить жизни людей. Таким образом, главнокомандующему Сергею Васильевичу удалось не только не допустить кровопролития над мирным населением, но и осуществить многовековую мечту абхазского народа. И я считаю, что очень показательно и очень важно, что если победа была одержана при президенте Арзанба, то признание было получено при президенте Багапше. Хочу от всей души поздравить вас, всех нас, с этим историческим моментом в жизни нашей страны. Спасибо вам огромное. Этот прекрасный день признания нашей республики как независимого государства мы посвятим тем, кто не дожил до этой славной победы, кто умер, кто погиб. Я хочу сказать огромное спасибо матерям, поклониться им за то, что они воспитали детей, принесшие нам эту независимость. Слава вам и слава тем, кого мы не дождались. Сегодня вся Абхазия празднует.
У нас есть на это повод. Мы заслужили с вами эту большую победу. Мы заслужили ее по праву, поскольку наш народ, наша нация, люди, живущие в Абхазии, всегда имели свою государственность. И вековая мечта нашего народа сегодня претворена в жизнь. Это ваша заслуга, это заслуга старших поколений, это заслуга тех, кто возглавлял национально-освободительные движения. Самое главное, я хочу вам сказать, у нас очень сложная дорога впереди. Это международное признание. Сделан только первый шаг. Дальнейшую судьбу Абхазии мы, конечно, передадим в руки молодежи. Вы должны ее претворять. Вы сделать ее процветающей. Будучи единым, мы победили в войне. Будем единым, мы победим в мире. Я вот на этом тяжелом пути вам желаю счастья и благополучия. Здравствует независимая... Любовь народа Сергей Васильевич называл благодарностью за, пожалуй, как он говорил, главное достижение в своей жизни – признание суверенитета республики. Он мог бы оставаться главнокомандующим Апсны еще долгие годы. Внезапная смерть второго президента Республики Абхазия в мае 2011-го потрясла всех жителей страны. Ведь Сергей Васильевич был президентом, который жил с верой в добро и людей, а еще большой любовью к своему народу.